Здравствуйте! В эфире новости спорта. В студии Власий Сергеев. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Дубае. Встреча продолжалась 1,5 часа и завершилась со счетом 7-5, 6-2. В полуфинале Рублев сыграет с соотечественником Асланом Карацевым, который в 1/4 обыграл итальянца Янника Синнера. 23-летний Рублев в данный момент занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 титулов этой организации. На стартах серии «Большого шлема» лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал. Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение допустить российских легкоатлетов до участия в Олимпиаде, возобновив процедуру выдачи нейтральных статусов. Напомню, в начале декабря 2019 года Совет World Athletics приостановил выдачу нейтрального статуса российским спортсменам до получения от Всероссийской Федерации легкой атлетики стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода. В итоге 1 марта Совет международной организации одобрил полученный документ. Добавим, что в играх в Токио смогут поехать 10 легкоатлетов из России. Московский «Спартак» на своем поле со счетом 5-1 победил екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. В составе красно-белых по дублю оформили Джордан Ларсон и Александр Соболев. Еще одно взятие ворот на свой счет записал Квинси Промес. Единственный мяч гостей забил Эрик Бигфалви. «Спартак» одержал 3-ю победу к ряду и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 44 очка. Екатеринбургский клуб идет на 12-й позиции, имея в активе 26 пунктов. В следующем туре спартаковцы на выезде сыграет с Ростовом, а Урал дома примет Тульский Арсенал. Обе встречи пройдут 4 апреля после паузы на матче сборных. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Реал» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 96-89. Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 23 очка. У хозяев площадки самым точным был его коллега по амплуа Трей Томпкинс. На его счету 20 баллов. Российский клуб занимает 4-е место в таблице лиги, одержав 19 побед при 10 поражениях. «Реал» идет 7-м, имея в активе 17 побед и 13 поражений. В следующем матче ЦСКА на домашней арене сыграет с сербской «Цервеной звездой». Встреча пройдет 25 марта. Магнитогорский «Металлург» в гостях со счетом 5-2 обыграл «Авангард» в стартовом матче серии 2-го раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Филипп Холм, Тейлор Бек, Семен Кошелев, Сергей Мазякин и Андрей Нестрашил. У хозяев льда голами отметились Егор Чинахов и Рид Буше. Ранее в рамках регулярки команды провели между собой 4 встречи. В 3 случаях победу праздновал «Авангард». «Металлург» был сильнее в одном матче. Счет серии до 4 побед стал 1-0. Следующая игра серии пройдет 20 марта. Завтра в Якутске стартует Кубок города Якутска по мини-футболу. Матчи пройдут в зале детско-юношеской спортивной школы номер 4. Участие в турнире примут 36 команд. Выявление победителей и призеров начнется с групповой стадии. Затем коллективы с лучшими показателями продолжат борьбу в стадии плей-офф, начиная с 1/16 финала. Напомним, в прошлом году данный турнир не был доигран до конца из-за пандемии коронавируса. В итоге соревнования были завершены досрочно, без объявления победителя. Нынешний розыгрыш планируется провести до конца апреля. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!